Продолжается рабочая поездка главы Башкортостана Ради Хабирова по Дуванскому району. Мы уже пообщались с аграриями в сельхозкооперативе «Ярославский» в селе Ярославка. Узнали, какие сложности возникают у представителей культуры района. Одна из основных проблем в Дуванском районе – старые школы, их не хватает в целом. Учебные заведения переполнены. В селе Таступа школу строить начали, но подрядчик оказался недобросовестным, и все планы посыпались. Вы обратили на нас внимание. Ради Фаритович, 2 года назад вы были у нас в школе. Я помню. Вы обещали, что у нас будет школа новая в 2021 году. Мы очень рады были тому, что за 10 лет наконец-то такие подвижки огромные. Были выделены деньги на проект, финансирование республиканское прошло. Мы очень благодарны вам за это, все наше население, все наши родители. Но, понимаете, мы бы никогда сюда не вышли, не стали бы снова тут стоять, просить вас. Но строительство школы не ведется. Я знаю, я в курсе. Да, я в курсе. Смотрите, мы-то с нашей стороны все сделали. Проект сделали, экспертизу сделали. И самое главное, деньги есть в бюджете заложенные. Выбрали неудачного подрядчика. Да, Выбрали неудачного подрядчика. Ну вот мы сейчас обсуждали. Скорее всего, ну это к чему приводит, что с ним мы расторгаться будем. Это значит, мы с ним расторгаемся, потом начинаем считать, что он там наделал, не делал, это займет время. По новой процедуре. Но вот у нас, к сожалению, такие бывают вещи. Наберемся терпения, и вот я прям специально, у меня и зампремьер этим будет заниматься. 1 сентября следующего года запустимся. На год опоздаем. Ну, тут уже ничего другого не сделаем. Я знаю, я же был у вас, и это была одна из моих первых поездок. Я вам и сказал, что школа-то у вас такая бодренькая. В Рязанское поступили кто-нибудь? В этом году не поступил? Нет, но поступили в вузы. Больше 50% выпускников наших снова поступили в вузы. Мы как бы рады, конечно, этому. Стараемся, работаем. Мы будем стараться. Мы очень благодарны главе администрации, поддерживает нас в этом вопросе, помогает. Но вот именно нужно ваше ручное управление. Вот, видимо, давайте договариваемся так. нет. Вот мое прям ручное управление, считайте, есть. Я прям вот... У меня какая просьба? Людям просто спокойно объяснить, что ну вот так вот получается. Мы стараемся. Понятно, наверное, выпускники-то уже не успеют, они уже старенькую школу закончат. Нет, мы стараемся. Нам главное, чтобы все-таки у нас малыши учились в хороших условиях, потому что сейчас мы все расформированы, у нас приспособлены. А где сейчас малыши. питание? Вот как организовали питание? Детский сад, питание у нас было там, уже, мы 2 года уже там питаемся, и столовая. Но мы, конечно, всех потеснили. Мы потеснили музыкальную школу, нам очень трудно работать. Мы потеснили детский сад. Поэтому у нас очень тяжелые условия для работы. Мы стараемся. Поэтому Давайте так договоримся, давайте, ну уж просто людям объясните, год терпим, 1 сентября, я прям вот сам буду этим заниматься, ладно? Спасибо. К сожалению, вот так вот получилось, очень сами мы не рады. Самое-то главное мы решили, мы деньги на это нашли, сейчас и с деньгами-то сложности, но мы эти деньги нашли, они есть, и мы не заберем, понятно, эти деньги, школу достроим. Договорились? Да, самое главное, Давайте, не болейте. подрядчик, чтобы навести порядок. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Рабочая поездка главы Башкортостана Ради Хабирова по Дуванскому району продолжается. И мы отправляемся дальше, в село Дуван, в Дуванский многопрофильный колледж. Современный Дуванский многопрофильный колледж готовит специалистов сельского хозяйства и рабочих профессий для всех северо-восточных районов Республики Башкортостан. Интересна его история. Ремесленное училище в селе Дуван основали в далеком 1898 году. Оно готовило слесарей, механиков, столяров для заводов Южного Урала. Для того времени училище была самая современная база, особая гордость – локомобиль. Он приводил в движение станки и механизмы. Какие специальности? Так, агрономия, ветеринария, механизация сельского хозяйства, эксплуатация сельхозтехники, ветеринаров как раз. Здравствуйте. 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 Да, можно? Здравствуйте. Да, здравствуйте. Это у нас площадка колледжа, которая в прошлом году аккредитовалась и получила статус специализированного центра компетенций по ветеринарии. Мы единственные, первые такие, скажем так, в Башкирии, которые оборудовали такую площадку. Еще даже не убрали баннер. Буквально неделю назад мы представляли республику на национальном финале чемпионата WorldSkills. Мы занимаемся этим 2-й год, но в прошлом году мы прошли отборочный в Великом Новгороде. К сожалению, не вышли в финал, а вот в этом году уже немножечко, видимо, усовершенствовали базу и
Попали в финал, ждем результаты 20 числа. 20 числа. Да. А на следующий год будут проходить в Уфе. Вот в понедельник я еду в Москву, и как раз мне передадут эстафету, что мы в 2021 году будем у нас проводить. Вот будем принимать, чтобы подготовиться качественно. Думаю, нам республика поможет. И мы усовершенствуем свою базу, приобретем новейшее оборудование, отработаем все умения навыки. Тогда можно будет надеяться на какие-то призовые места. Получается, вы с Аксенским колледжем, наверное, конкуренты такие. Да. Но они начали заниматься после нас, они же только в январе этого года открыли площадку для ДЭМ-экзаменов. А у нас статус повыше. Мы региональный центр компетенции, специализированный. А у них площадка для ДЭМ-экзаменов. Я у них был тоже в классах, где ветеринарии, и коровы Такие же тоже. тренажеры, да. Примерно, да. Ну, так довольно богато оснащенная. Знаете, у нас в чем может быть немножечко получше оснащение в плане ветеринарно-санитарной экспертизы. В принципе, мы можем провести экспертизу, наверное, любого продукта. А вот молодежь-то идет, нет? Ну вот наша молодежь, ребята, у нас не только конкурс наши... есть, конкурс есть или нет? На ветеринара мы набираем 100% группу. Запасов всегда есть ребята, но у нас не только же представители нашей республики. Вот ребята сейчас можете назвать, да кто у нас откуда вам? Настя, начнем с тебя. Челябинская область. Челябинская область. Там мальчишки? Мишлинский район. Так. Шеймурат? Мичлинский. Висипутово. Карадельский район. Карадельский район. Михайловка. Дуванский район. Есть с Екатеринбурга. Ну, то есть С Нефтекамска. у нас очень большой с Нефтекамска. Туда к нам, хотя ближе тот же А одна Аксенова. специальность очень хорошая. Вот эта специальность, они все-таки и трудоустраиваются, потом и работу Конечно. находят. Вот, допустим, мы не проводим сейчас. Люся, что ты у нас делаешь? Экспертиза меда. Они же могут не только обязательно лечить животного, да, по идее, они могут провести экспертизу любого продукта. Меда, молока. Здесь же у вас общежитие, все. То есть, Два общежития у нас на 100 и на 70 мест. мы с коневодами встречались. Вот у нас нету как раз специальности я даже точно не могу сформулировать. У нас в Воронеже, по-моему, только есть. Да, в Воронежской области. Вот хотели либо у вас, либо в Аксенова так небольшую группу или как филиал сделать. Не разговаривал с вами Минсельхоз? Минсельхоз мы в Потому те что у годы нас нету разговаривали. специализации. В те годы, да. То есть такая практика у вас была, да? Была, да. Ну, мы можем... У нас же ипподром рядом с этим, по-моему, здесь практически в Дуване. Ипподром называется, да. На связи с ними. Наши многие вот как раз на ветеринарных учатся, ребята ходят туда, наездниками выступают. Я посмотрю, потому что где-то нам нужно точно открывать. У нас в республике нету ни одной, ни в одном колледже такой подготовки, но это специальность востребованная. Мы бы там... А у вас есть какая-то программа, что ваши, учащиеся после завершения каким-то образом сразу поступают в аграрный университет не на первый курс, а на повыше, или нет У такого? нас получается как? Вот в этом году приезжала выездная комиссия с аграрного. Они говорят, если мы набираем сразу группу, например, 25 человек, те, которые после колледжа, тогда они у нас идут по сокращенной программе. А сколько лет? Там 3 года, наверное, да? 3 года или 4 года у них. Тренируются, зато удобно будет потом, когда ты пришел уже на производство, да, как держать инструмент, чтобы у тебя не случилась ситуация, рану зашить, а я не умею держать, я не держал. Поэтому умеют понемножечку абсолютно все. А потом идут и оттачивают это на производство. Вот они с понедельника у нас уходят на производственную практику. По хозяйству. Да, на целый месяц они будут уже оттачивать то, что здесь приобрели, какие знания, какие умения. Ладно. Спасибо большое. Успехов в учебе. Спасибо. Спасибо. Ну и встретимся, получается, на финале. В Уфе. В следующем году, да. Готовьтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Мы с вами находимся в лаборатории диагностики внутренних и заразных болезней сельскохозяйственных животных. Со студентами мы отрабатываем диагностику болезней животных. Диагностика бруцеллеза. Мы ставим реакцию агглютинации. Диагностика лейкоза крупного рогатого скота, реакция иммунодиффузии. Также при этих реакциях применяется термостат. Перед вами микроскопы. Это цифровые с USB-выходом, с камерой и бинокулярным микроскопом. Мы их используем для изучения возбудителей болезней. Это являются у нас возбудителями бактерии, микробы, насекомые. Следующий метод диагностики – это трихинелоскопия. Применяется при трихинеллезе свиней. Берутся мышечные волокна, наносятся на компрессориум, раздавливаются и просматриваются под трихинелоскопом на наличие личинок трихинелл. Перед вами манекен собаки.
Отработка оказания первой помощи животному. Студенты отрабатывают, как правильно оказать первую помощь животному. Откуда ребята, с каких? Башкирии или есть и приезжие? Челябинска, да? А вы? С Башкирии. А вы откуда? Башкирия. Ну откуда из Башкирии? Мечленский район. А вы откуда? Салатская, да? Откуда? Сургута даже, да? Вон как. У нас даже была студентка с Дальнего Востока, вышла замуж, муж вернулся на родину, и девочка вернулась сюда, здесь заканчивала у нас. То есть у нас... Ну, очень хорошая профессия же, так ведь? Это очень востребованная, она всегда нужна, очень популярна. Но мне кажется, и зарплата там есть, если хорошо работать. Вот, спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Ну, очень впечатляет у вас. Молодцы. Это мастер Дмитрий Юрьевич, как раз заведует этим мастерским. Значит, расскажите, что у нас здесь? Так, вот это у нас токарный цех. Ребята вот здесь проходят практику у нас. Здесь какая специальность? Практика проходит по специальности механизация сельского хозяйства. Механизация, да? Ну и также у нас есть специальность ТО ремонт автотранспорта. По 2 недели они вот токарные. Они вот разряд получают по токарю? Нет, не получают. Потому Просто что... только на ознакомление, да? Да, чисто ознакомление. Чтобы разряд, это надо лицензию, это как бы токаря давать. Но тем не менее они вот простейшие операции. Да, простейшие, то есть болты, гайки, шайбы, простейшие втулки, то есть вот для нужд гаража, свой автопарк у нас больше 10 единиц, как бы, ну, такие свои запросы. А так получается, как называется у них будет специальность на выходе, диплом? Что там написано в дипломе? Техник-механик. Техник-механик, да, получается? Хорошая профессия. А здесь вот будете вот оборудовать еще, да? Здесь, да, полностью, здесь у нас компетенция эксплуатация, сельхозтехники и оборудования и компетенция биотехнологии будет. Здравствуйте. У нас 2 учебных автосервиса для выявления неисправностей. Прослушивание двигателя происходит прибором автостетоскоп. Прослушиваем клапана и генератор. Шум равномерный, неисправности не выявлены. Неисправности такие, как повышенный износ, предельный люфт и завышенный зазор. А права-то у вас есть или вам... Сколько вам лет? 18. Прав нет еще, наверное? Я учусь на права. А учитесь на права. Права получают они, да, получают? Да, а учитесь здесь, да, на права? У вас своя школа, да, получается? У нас своя автошкола, свой автотрактородром на все категории. И на трактора они тоже получают, на сельхозтехнику. Здорово. Водитель автомобиля и водитель тракторов. 4 категории, Б, С, Е. Да. А, вот так вот получают. На трактора. Хорошие, да. А девочки тоже здесь учатся, да? Девушки тоже учатся, да. Тоже Наши получают. преподаватели, мастера. Мастера и девушка тоже учатся. В том числе и на механика, и на автомеханика тоже. Не только на ветеринаров, на агрономов. Вот. У нас на территории, здесь у нас 6,5 гектаров, имеется свой сад, да, свой питомник для... Да, вообще ему надо там 1000 гектаров, пару тысяч, да и пусть занимается. Было да? раньше так. Это же был совхозтехникум. Да. Ну да, да. У нас сад только был 9,5 А что не гектаров. берете? Ну, у нас, смотрите, вот для вузов подготовлена нормативная документация, а для СУЗов нет. Именно по учхозам. И вот это как раз препятствует. А кто должен готовить, федералы или мы можем это делать? Ну, для вузов федералы подготовили, а здесь мы... Федеральные. Да. Там поправьте вот регламент совхоза техникума, что такое? Ну, сформулируйте вот этому Рахманову, пусть посмотрят. Вы бы и практику пока проходили, Да. и им бы компенсация. Может, они зарплату бы еще получали Чуть-чуть, какую-то, да? Хороший у вас, большой. Да. Вот. Это новое, да? Это новый, да. Да? Давай. Один, слушай. Да, это же да. Это крыс. Здоровенная. Все? Куда?
да, смотрели. Спасибо большое. Вам удачи. Я еще раз говорю, давайте увидимся в 2021 году. Очень хочу, чтобы наши побеждали. Мы стараемся, мы над этим работаем, но у нас еще опыт маленький, мы только 2-й год. Я думаю, что мы вырастем. Ну, и так они Ну, с таким усердием, если зашивать будете, то все. Конечно. До свидания. Спасибо, до свидания. Молодцы. Да, ярдам керек var. Обшатиларда мебель управление. 15 жыл 20 миллион уже. Көп мада керек? Это 9 миллион. 9 миллион. Ну, бәгә генә түгел, без 5 филиал итендә. И каждый филиал обшитие бар. У нас 6 Филиаллар несе филиал пошло? Без 5 филиал. Без Северо-Восток. Каждый район, да. И училища тоже не понимают. Поручению этому Айбулатову представить мне предложение. Она поэтапно хорошая. Вот начнем, может быть, центрально. Ну, конечно, молодцы. Я очень прямо, мне понравилось. И молодцы. И коллектив. Сколько коллектив? Большой преподаватель? Баренде. Он оқытушы Еуропиш мастер. Да. Еще бірдей құрывали. Міне біздің автобустар жоқ. Допустим, ол неге керек ол? Автобус сарнаны үйдегер басағаны медосмотрға, военкоматқа, между филиалами. Шыл за ветеринарға, фермаға барып, ана шәт кіске қайтарылған, допустим, сен барып. Ну, жоқ. А ненде автобус керек? Бәләкәсмен, газик. Пазик. Чтобы группа, группа кешер, чтобы поехала. Я забыл сказать, я когда по этим районам езжу, я еще к себе в ложу на хоккей, поболеть за Салават Юлаев приглашаю. Мы иногда сами даже ездим. Сами, а вот я ребят приглашаю, давай, организуйте, ладно? Вот там надо разобраться, разберитесь, узнайте, когда следующая домашняя игра ко мне в ложу. Там человек, 15. Вот с вашей делегацией сами решите, кто приедет. Приезжайте, ладно, поболеть за Салават Юлаев. Ну, с меня ложа, да, и покормить вас там, а с вас автобус. Вы решите, да? Договорились? Добрый день. Позвольте вас благодарить, что прибыли в нас. Ну и вопрос кадровый, чтобы времени занимать, если вы не против, я свои предложения по подготовке кадров коневодов вот на базе нашего проекта. Я поднимаю тему. Вот мы же как раз и сейчас я месяц за поручение, да? Вот на базе вашей бы, может быть, и что-то... Мы предложением такими, уж позвольте, выступали. Я же в свое время здесь проработал, ушел на пенсию. Поэтому коллектив знаем, мы работали, мы эти амбициозные цели ставим, коллектив сможет. И мы поможем в этом. Если вы толчок немножко сделаете, помочь надо, просто желание есть. Мы говорили, да, вот я прям поручение дам, Минсельхозом еще рассмотрим. И второй момент, глубина вопроса в том, что вот мы в субботу с вами встречались, когда у меня переживание в том, что все законное сообщество по вводу и ремонту этого ипподрома. Возьмите уж так конкретно, персонально, потому что я уже за свой век много видел всяких там. Ну, удачи, дай Бог здоровья, мы с вами. Село Месигутово, строящийся микрорайон Северный. Туда в рамках рабочей поездки по Дуванскому району отправляется глава Башкортостана Ради Хабиров. Микрорайон Северный интенсивно развивается. В этом и причина нехватки мест в школах. Не справляется с нагрузкой и действующий детский сад, который построили в 2014 году. Отличное место, да. Видимость. А Месигутово, она вон, куда мы возим детей. Ага. Она там. Ага. Значит, Хажину представить предложение по строительству школы в поселке микрорайон Северный, да, вот представить предложение. Вот, может быть, через федеральную программу или как и так далее. Шикарное, я говорю, место какое шикарное, вон, под школу, под все тут этот. Обязательно здесь надо строить. 340 детей, да, здесь? 350 возим сейчас. 350 возим. Возим, да. Еще детсадовских 210.
Ладно, будем строить. Будем строить. Спасибо. А ни проекта пока ничего нету, да? Ну, сейчас подбираем проект повторного применения. Ага, хорошо. Вот, подберем, я думаю, все-таки будет он. Хорошо. Неужели решится этот вопрос? Такая проблема. Серьезно, да? Это огромная проблема. То есть жалоб Очень много да? обращений, потому Ага. что здесь молодой микрорайон. Вот здесь вот, я говорю, вот мы сделали, вот молодой микрорайон, и людей вот прям поручение даем. Вот сюда обязательно воткнем мы какую-то школу. Обязательно. Коммуникация Ага. все здесь есть. Хорошо. Спасибо.